А вас скоро судить будут в Дрездене. Темная камера, усталый узник и ожидание. Скоро казнь. На клочках бумаги быстрые строчки. Их автора не станет на рассвете, а слова останутся и через десятилетия найдут своих читателей. Моабитские тетради Мусы Джалиля в этом году стали финалистом конкурса, всероссийского конкурса «Малая Родина». Ильдар Сагдатшин, директор татарского книжного издательства, рассказывает, 500 книг из 58 регионов России в этом году попали на 12-й всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». 5 финалистов, и один из них – переиздание моабитских тетрадей татарского поэта-героя Мусы Джалиля. Когда после награждения я общался с представителями из жюри, мне поразили их познания. То есть они не просто так, они глубоко изучили, они цитировали стихотворения, они рассказывали мне, что их очень поразила история, как моабитские тетради вообще появились на свет, как они передавались из рук в руки, как были написаны кусочком карандаша на клочке бумаги. Скромная книга почти карманного формата, простая бумага, никаких иллюстраций. Однако все решило содержание. Выстраданные строки, стихи, написанные в плену поэтом. О смерти и о боли, о жестокости и ужасе, в котором страна жила 4 года. Сейчас эта книга одна из самых популярных в магазине издательства. Знают Мусу Джалиля и за пределами его родины. Это знаменитый поэт татарский. Однажды на крыльце особняка стоял мальчишка маленького роста и дотянуться до звонка никак не мог. Ему не хватало роста. Вот такой стихотворение даже помню. Он жил в времена войны, да? Великой Отечественной, правильно я понимаю? По-моему, он героически как-то погиб, да? Насколько я помню. И, по-моему, в концлагере. 110 лет в этом году исполнилось быть герою Советского Союза. День рождения Мусы Джалиля отметят по-особому. Сохранившиеся листы со стихами поэта из архивов снова увидят свет. Алсу Гусманова, Наиль Абдуллин. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.